Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире вечерние новости. В студии Менджабуны Акбарали. Постановление председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан о созыве 6-го совместного заседания Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. В соответствии со статьями 9 и 24 Конституционного закона Республики Таджикистан о Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляю созвать 6-е совместное заседание Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва 21 декабря 2021 года в 8 часов в городе Душанбе. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали. Город Душанбе, 6 декабря 2021 года. Совет Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан сообщает, что на 6-м совместном заседании Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва в соответствии со статьей 55 Конституции Республики Таджикистан оглашается послание президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона об основных направлениях внутренней и внешней политики республики. К другим темам. Своевременное проведение профилактических и ремонтных работ на энергетических объектах страны направлено на обеспечение населения электроэнергией и проведение зимнего периода без проблем и сбоев. Ведь качественная и стабильная бесперебойная подача электроэнергии зависит от эффективной работы гидроагрегатов, подстанций, трансформаторных установок, укрепления линий электропередачи, гидроэлектростанций и в целом от устойчивости необходимого оборудования в энергетической системе. Развитие энергетической сферы Таджикистана в период государственной независимости было реализовано 34 государственных инвестиционных проекта на общую сумму 57,2 миллиарда сомони. В настоящее время в этом направлении осуществляются еще 17 государственных инвестиционных проектов на сумму 16,4 миллиарда сомони. Были построены и сданы в эксплуатацию крупные гидроэнергетические объекты, в том числе гидроэлектростанции Сангтуда-1 и Сангтуда-2, 2 агрегата Рагунской ГЭС, теплоэлектроцентрали города Душанбе, сотни малых гидроэлектростанций, 500-киловольтная линия электропередачи Юг-Север, другие высоковольтные линии электропередачи и мощные электрические подстанции. В настоящее время продолжается реализация проекта региональной линии электропередачи Касса-1000 и строительства Рагунской ГЭС. Также ведется реконструкция гидроэлектростанции Нурек, Сарбанд и Кайракум на общую сумму около 12 миллиардов сомони. Это более 1 миллиарда долларов. В направлении постоянного и устойчивого обеспечения электроэнергии в стране решается ряд важных задач, к которым относятся эффективное и экономное ее использование. Принимаются практические меры по учету производства и потребления энергии, сокращению потерь, использованию энергосберегающего электрического оборудования. Специалисты отмечают, что своевременная оплата за использование электроэнергии дает возможность обеспечить бесперебойным электроснабжением населения, организации, ведомства и промышленные предприятия страны. В финальном туре республиканского конкурса «Мудрости Зари Сияние. Книга» принимают участие 510 претендентов. Этот интересный конкурс проходит по 5 номинациям: классическая литература, современная литература, детская литература, мировая литература и поэзия. С каждым годом количество участников увеличивается и растет популярность этого увлекательного и познавательного мероприятия. Тему продолжит Шахло Бердиева. Цели и задачи конкурса «Мудрости Зари Сияние. Книга», который проводится по 5 номинациям: повышение интереса подрастающего поколения и молодежи и других слоев общества к чтению книг, привлечение внимания к ценностям таджикской и мировой литературы и культуры, популяризации книги в стране, повышение просвещенности в обществе. Кроме того, этот увлекательный конкурс способствует формированию духовности и художественного мышления. Уже 3-й год дети и взрослые с огромным удовольствием участвуют в этом
захватывающим и познавательным мероприятием. В этом году количество конкурсантов увеличилось, и их подготовка к конкурсу заметно улучшилась. В первом туре, который проходил на местах в районах, средних, общеобразовательных учреждениях и других организациях, приняли участие более 300 тысяч человек. Во втором туре, который проходил в центрах городов и районов, участвовало более 23 тысяч человек. И в третьем туре, который проходил в областных центрах, приняли участие около 3000 человек. В финальном туре республиканского конкурса «Мудрости зари сияния. Книга» приняли участие 310 человек. В текущем году участвуют 510 претендентов. В Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни с полным аншлагом и бурными овациями зрителей прошли премьера спектакля «Битва с огнем», посвященного 30-летию независимости страны, и гала-концерт с участием известных таджикских, узбекских и японских артистов балета. Впереди наших зрителей ждут зрелищные и красочные спектакли мировой балетной классики и яркие номера современной хореографии. О блестящих выступлениях артистов балета расскажет моя коллега Зумрат Файзиева. Сегодня в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни большой праздник. Сегодня проходит впервые за 30 лет программа балета с участием мировой звезды Фаруха Рузиматова. Концертная программа началась с премьеры балета «Битва с огнем», который создан по мотивам реальных исторических событий, произошедших летом 1976 года в Дангаринском районе, когда на пшеничном поле начался пожар. Молодой механизатор Талбак Лулаев предотвратил распространение огня и ценой своей жизни спас урожай. Этот подвиг вдохновил поэта Хабибулло Файзулло на создание литературного произведения, которое легло в основу либретто Тахира Мамадризоева, которому композитор Кудратулло Яхьёзода написал музыку. Спектакль был поставлен режиссером-постановщиком театра Шавкатом Халилзода при поддержке балетмейстера, художественного руководителя пермского балета имени Панфилова Сергея Райника. Музыку великолепно исполнял оркестр Государственного академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни, дирижер оркестра Анвар Шоймуродов. Зрители получили неизгладимое впечатление от театрального действа. Ведь вся обстановка, и театральное исполнение, и музыка, и костюмы артистов создали в театре атмосферу гармонии и красоты. В нашей столице в этом году было очень много культурных мероприятий. Спектакль мне очень понравился. Великолепные костюмы, пластика танцоров просто выразительно, нет слов. Мне очень все понравилось. Мировая звезда балета Фарух Рузиматов представил 2 сольных номера на музыку из «Болеро» Мариса Равеля и фрагмента 5-й симфонии Густава Малера «На смерть поэта». В условиях стремительного распространения COVID-19 в большинстве стран мира на основе научных экспериментов установлено, что одним из основных способов предотвращения распространения заболевания является вакцинация населения. Согласно информации Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, за последние несколько суток в Таджикистане не зарегистрировано новых случаев инфицирования COVID-19. Следует отметить, что сегодня жители страны обращаются в местные медицинские учреждения и получают вакцину от коронавируса. В соответствии с решением Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания COVID-19 в Республике Таджикистан, опубликованном 3 июля, вакцинация против коронавирусной инфекции проводится гражданам старше 18 лет и является обязательной. Людям, которые не были вакцинированы против коронавируса, следует проконсультироваться со своим семейным врачом или в местном медицинском учреждении. Вакцина предоставляется гражданам страны на бесплатной основе. 1 золотую, 2 серебряные и 5 бронзовых завоевали дзюдоисты Таджикистана на чемпионате Азии и Океании среди юниоров и молодежи, который проходил со 2 по 5 декабря в Бейруте, Ливан. Золотую медаль завоевал Шодмон Ризоев в весовой категории до 81 килограмма. Мухаммаджон Абдуджалилов принес команде серебряную медаль. Еще одним серебряным призером стал Парвиз Абдурахмонов.
Бронзовые медали завоевали Абубакар Шеров, Масуди Ахмадзод, Давладжон Назриев, Суруш Эркаев и Мухаммад Юсуфзода. В юношеском первенстве принимали участие 137 атлетов, а в молодежном 127 атлетов из 17 стран мира. На этом все. Всего доброго.